55 лет флагман энергетики Дальнего Востока, компания «Якутскэнерго», обеспечивает светом и теплом самый холодный населенный регион планеты — Республику Саха-Якутия. В историю освоения Севера и масштабного строительства вплетены истории поколений людей, посвятивших свою жизнь энергетике Якутии. Мои родители — гидростроители. Папа строил Каховскую ГЭС, Кременчугскую ГЭС, а потом, после окончания, как было принято, прямо целые группы гидростроителей переезжали на новую стройку. Папа приехал в 2004 году сюда на строительство Вилюйская ГЭС. Я в 1966-м пришла сюда устраиваться на работу. Это еще было не Вилюйская ГЭС, а дирекция строящаяся Вилюйская ГЭС. Это была контора Вилюйгэсстроя. Там выделили на втором этаже такой небольшой, как говорится, тупичок. И там помещалось все. И директор строящейся ГЭС, и кадры, и ПТО. Все вместе. И там же и геодезист был. И меня приняли учеником рабочей геодезии. Профессиональное образование Александра Борисовна, как и многие будущие работники каскада Вилюйских ГЭС, получила в Вилюйском энергостроительном техникуме. В то время в нем преподавали выпускники ведущих технических вузов страны, те самые строители-основоположники. Председателем приемной комиссии, где защищали свои дипломные работы выпускники, был легендарный Евгений Ботинчук, чье имя сегодня носит электростанция. В это время еще строительные работы шли вовсю. Тут и Машзал ГЭС-1 был еще, как говорится, только контуры его были вырыты. Тут и здание ЗРУ-1 начиналось только монтироваться, и канал этот отводящий, подводящий. Даже сегментный затвор, как говорится, был не в этом положении, как он сейчас, а на 10 метров ниже. Я уж не говорю, что второй очереди вообще не было в помине. Конечно, как стройка, как всегда. Кругом машины, кругом народ, кругом техника. Бетон возят, суглинок укладывают в плотину, камни возят. А мы в то время кто были? Я была рабочей геодезии. С рейкой бери рейку и беги. Наверх, вверх, вниз, во все стороны. После рейки я была потом техником. Плюс к приборам добавлялась еще документация. Потом инженером второй категории, первой, и так ступенечками, вверх потихоньку. За более полувека работы в энергетике Александра Борисовна прошла все ступени профессионального роста и сегодня возглавляет один из ключевых отделов каскада Вилюйских ГЭС. Я являюсь руководителем группы наблюдений. Это контроль состояния всех сооружений, и гидротехнических и производственных зданий, и предварительная оценка их надежности и устойчивости. Это и плотины, и каналы подводящие, и водосбросной, и здание ГЭС-1 и 2. Все, что входит в состав гидроузла. Почетный гражданин Мирнинского района, ветеран энергетики и энергостроительства, заслуженный работник Министерства топлива и энергетики России, по сей день успешно сочетает работу с общественной деятельностью. Я была и секретарем комсомольской организации, и партийной организации, была и депутатом, и постсовета, и горсовета, депутатом Верховного Совета. У меня было много общественной работы. И председателем правкома была даже. А сейчас, конечно, несколько поуменьшилось. Председатель Совета ветеранов каскада Вилюйских ГЭС. Александра Борисовна Тимохова – яркий представитель одной из самых мирных и благородных профессий. Благодаря ей, всем энергетикам, их самоотверженности, мы приходим в теплые дома даже в самые лютые морозы. Без преувеличения можно сказать, эти люди отвечают за сохранение жизни на вечной мерзлоте. Сегодня, 19 сентября, 51 год, как я работаю на Вилюйской ГЭС. Только сейчас я вспомнила.